деятельности штаба в выборе политики вектора основную роль, конечно же, играют наши аксакалы. Вот все, что мы собираемся сделать, какой-то бюджет наш, самые нужные вопросы в ближайшее время, это все мы согласовываем и обсуждаем с Советом аксакалов. В Совете аксакалов у нас где-то 150 человек, но в связи с пандемией это мы делаем онлайн иногда вот собираемся, ну там 30-50 человек. Вот в последнее время, вот в последние месяцы мы их собирали дважды, где-то было в районе 50 человек. Вот. Тяжело им сейчас добираться, они все в возрасте. Совет аксакалов при штабе татар, они уникальные. У нас герои, генералы, академики. Совет аксакалов вот принадлежит идее нашего вот этого погоста в Красном Бауэре. Вот, она была уникальная, эта идея, мы в этом убедились, вот, когда прошел целый год. Вот что Совет аксакалов – это ветераны. Мы нашли 20 татар, участников Великой Отечественной войны. Вот они нам сами, кто воевал, рассказали, а как это было. Есть сейчас многие силы непонятные, которые хотят исказить историю, да, преподнести не так. Так вот, у нас есть 20 фильмов, долгих интервью, которые рассказали, как это было на самом деле. Мы хотим аксакалам, чтобы они как можно дольше жили, не болели. Во время пандемии мы большую очень работу провели с ними. И многим аксакалам не нужны там чай, сок, там крупы какие-то мы привозили. Им главное – это внимание, забота. Вот во время пандемии у нас сидело 3 человека, вот в эти самые месяцы, основные 3 месяца. Они им оказывали психологическую помощь и многим на татарском языке. Мы в своей деятельности большую роль играет у нас пресса. Мы 16 тысяч газет в год выписываем. И вот мы развозим по аксакалам. Особенно вот Нижегородская газета, Башкирская, Удмуртская, значит, все казанские издания, значит. И им очень они нужны. Это очень еще читающие люди. Они, значит, очень с большим удовольствием раз в неделю во время пандемии мы им завозили вот эти журналы, газеты. Мы занимаемся благотворительностью и в детских домах. И вот мы аксакалам, значит, собираем деньги со студентов. Собираются каждый раз разные люди, ну, в районе, наверное, 1500-1700. И многие студенты у нас, вот по 100 человек, 150 человек студентов, они сдают по 50 рублей. Некоторые дают по 100 рублей, некоторые по 70 рублей, кто 120, да? Вот, например, из последних, взять тенденцию последних лет, из 1500 людей, которых мы собираем деньги, в районе 500 человек – это студенты. 50 рублей они беднее не станут, может быть, где-то мы богаче не станем, но они воспитывают в себе это. Вот это важно. И важно, что они изъявляют желание ездить по пенсионерам. Вот один из последних идей штаба – это мы хотим создать фонд, список, клуб волонтеров. Вот, они у нас уже есть, все 24 года, но как-то официальный статус этому не придали мы, и какой-то группы в интернете нет. Вот для начала, наверное, в группе WhatsApp мы создадим группу организации волонтеров. На сегодняшний день на постоянной основе у нас в районе 60-70 волонтеров есть, которые вот по зову, значит, сердца и по нашей рекомендации готовы прийти всегда вот и участвовать в каких-то мероприятиях. Это очень важно. Наверное, не случайно у нас есть ифтары большие на Поклонной горе в палатке. Практически там, наверное, 30-40 вот этих вот помощников на этих ифтаров, они все, конечно, выходцы из штаба. У нас сейчас праздник. У нас праздник День пожилых людей. Давайте мы подумаем о родителях, о бабушках, о соседях. Может быть, какая-то бабушка живет со стеной в соседней квартире. Может быть, какая-то бабушка живет по соседству через улицу. Какие-то родственники. Давайте в День пожилых людей проявим максимум внимания, заботы. Ведь мы тоже с вами когда-нибудь станем такими же. И о нас тоже нам будет приятно, когда кто-то будет заботиться. Мы желаем нашим пожилым людям вот крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вот, и побольше с нами общайтесь.